Информационная программа «Новости» в студии Матлиба Раджаба. Добрый вечер. Сегодня состоялся телефонный разговор основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с президентом Кыргызской Республики, уважаемым Садыром Жапаровым. Лидер нации тепло поздравил президента и дружеский братский народ Кыргызстана с историческим юбилеем 30-й годовщины государственной независимости, пожелав всем жителям соседнего Кыргызстана мира, стабильности, устойчивого развития и новых достижений по пути укрепления основ государственной независимости. В ходе беседы глав двух государств сделали акцент на важность дальнейшего продвижения всего комплекса таджикско-кыргызских добрососедских отношений в русле конструктивизма, выразив надежду на дальнейшее наращивание этого процесса совместными усилиями. Была обсуждена повестка дня предстоящих встреч глав государств в рамках Совета коллективной безопасности ОДКБ и юбилейного саммита ШОС, проведение которых намечено в городе Душанбе во второй декаде сентября текущего года. 31 августа во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, по случаю празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан вручил государственные награды государственным служащим, руководителям законодательной и исполнительной власти, бывшим руководителям парламента и членам правительства страны. Сегодня лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, по случаю празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан вручил государственные награды государственным служащим, руководителям законодательной и исполнительной власти, бывшим руководителям парламента и членам правительства страны. Перед началом церемонии вручения государственных наград президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, поздравил присутствующих по случаю великого национального праздника 30-летия государственной независимости и отметил, что сегодня государственных наград будут удостоены лица, чей вклад на протяжении 30 лет периода независимости весьма заметен и ценен в развитии различных социально-экономических сфер страны и в государственном управлении. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, за достойный вклад ветеранов и руководителей исполнительных органов государственной власти в развитие и продвижение общества, укрепление мира и стабильности отметил: каждый из вас самоотверженно трудился во имя благоустройства нашей независимой Родины, укрепления основ национальной государственности и развития нашей любимой страны. И поэтому руководство государства и правительства сегодня по достоинству оценивает вашу добросовестную деятельность. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, с чувством признательности наряду с вручением государственных наград искренне поблагодарил ветеранов за их патриотическую деятельность. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с гордостью заявил: при поддержке народа страны мы прошли через убийственный урок истории и превратили ее в судьбоносное достижение. Благодаря патриотическим усилиям и самоотверженному труду жителей Таджикистана мы достигли мира и благополучия, а суверенному и свободному государству таджиков исполнилось 30 лет. В конце своего выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поделился своими мыслями относительно непредсказуемой политической и экономической ситуации, вопросов, касающихся безопасности в мировом сообществе, в том числе современных угроз и опасностей, и подчеркнул: в условиях, когда ситуация в регионе и мире постоянно меняется, мы с вами всегда должны быть бдительными, чтобы не дать себя застать врасплох, решительно защищать национальные и государственные интересы всюду, где бы это ни было и в каком положении это бы ни было. Таким образом, в торжественной обстановке за высокие служебные заслуги и эффективную работу, ценный вклад в развитие страны более 90 государственных служащих, руководителей законодательной и исполнительной власти, бывшие руководители парламента и члены правительства страны были награждены президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, государственной наградой Республики Таджикистан, юбилейной медалью 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Им присвоено почетное звание «Заслуженный работник Таджикистана». В преддверии великого национального праздника 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил большие заслуги руководителей законодательной и исполнительной власти, бывших руководителей парламента и членов правительства страны,
наградил их юбилейной медалью 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. На церемонии вручения государственных наград указом президента Республики Таджикистан о награждении работников науки и культуры, здравоохранения, производства товаров и услуг, местных органов государственной власти и других государственных служащих государственными наградами 88 человек были награждены юбилейной медалью 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан, 2 человекам было присвоено почетное звание «Заслуженный работник Таджикистана». Следует отметить, что работники сфер науки и культуры, здравоохранения, производства товаров и услуг, местных органов государственной власти за достойный вклад в развитие науки и культуры страны, охрану здоровья населения, эффективную деятельность на государственной службе и высокие производственные достижения были награждены юбилейной медалью 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. На церемонии вручения государственных наград в зале присутствовали бывшие руководители законодательных и исполнительных органов власти, парламента и члены правительства, руководители различных структур и другие государственные служащие. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с уверенностью заявил, что каждый из них и в будущем все свои знания, опыт и усилия будет направлять на благоустройство нашей страны, укрепление мира и стабильности в обществе, внесение вклада в развитие экономики и осуществление созидательных целей и задач. Инициативы и поддержка президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, в направлении повышения роли женщин и девушек в обществе приносят желаемые и заметные плоды. В результате этого сегодня на церемонии вручения государственных наград группа активных женщин страны, которые в разные годы добросовестно осуществляли деятельность на различных должностях и на деле осуществляли успешную и перспективную политику правительства Республики Таджикистан, была награждена юбилейной медалью 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Группы поэтов и писателей, которые в своих содержательных произведениях отражают сложный путь таджикского государства на начальном этапе, воспевают достижения периода независимости, героизм уважаемых сыновей и дочерей народа, созидательные усилия лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, на пути восстановления мира и единства в Таджикистане, были награждены государственными наградами. В завершение церемонии вручения наград глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, еще раз искренне поздравил всех, кто за плодотворную деятельность во имя обеспечения мира, стабильности и развития общества отмечен высокими наградами руководства государства и правительства страны. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, с уверенностью заявил, что верные сыновья и дочери Родины и в дальнейшем будут выполнять свои служебные обязанности с чувством ответственности и патриотизма перед государством и народом Таджикистана. Сегодня состоялось заседание правительства Республики Таджикистан под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя правительства Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Вначале был выслушан первый доклад министра культуры Республики Таджикистан Зульфии Давлатзода о выполнении постановления правительства Республики Таджикистан от 29 ноября 2017 года о государственной программе подготовки специалистов в области культуры, искусства и издательства Республики Таджикистан на 2018-2022 годы. Затем был обсужден ряд законопроектов и направлен на рассмотрение в Маджлисе Намуяндагон, Маджлисе Оли Республики Таджикистан. Глава государства Эмомали Рахмон поручил профильным министерствам и ведомствам, исполнительным органам государственной власти областей Душанбе и районов обеспечить полную и качественную реализацию рассмотренных на заседании государственных программ. 30 августа в рамках сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Республикой Таджикистан было импортировано еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac для борьбы с инфекционным заболеванием COVID-19. Очередная партия вакцины CoronaVac импортирована из Китайской Народной Республики в Республику Таджикистан специальным чартерным рейсом. В церемонии передачи 500 тысяч доз вакцины CoronaVac
произведенной компанией Синовак Китайской Народной Республики в международном аэропорту города Душанбе, приняли участие представители Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан и представители посольства Китайской Народной Республики. Китайская Народная Республика является одним из стратегических партнеров Республики Таджикистан. Дружественные и многосторонние отношения между двумя странами за последние годы вышли на качественно новый уровень. Следует отметить, что несмотря на возникшие трудности, именно на основе дружественных отношений между Таджикистаном и Китайской Народной Республикой вакцина «Коронавак» импортируется в Таджикистан уже в 3-й раз. На сегодняшний день в Республику Таджикистан завезено более 4 миллионов 760 тысяч 740 доз вакцины. В настоящее время в Таджикистане вакцины от коронавируса хватит, чтобы вакцинировать все население страны. На сегодняшний день иммунизацию прошли около 2 миллионов человек в стране. Согласно решению Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан, вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет. Зумрат Файзиева, Максади Максат, новости. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.